Чурапча в конце прошлого года подключилась к природному газу. Одна котельная на Слего уже работает на голубом топливе. Подключаются многоквартирные дома, за ними следуют и жители частного сектора. Напомним, 2016 главой республики Егором Борисовым объявлен годом благоустройства. Как в Чурапчинском районе обстоят дела с этим самым благоустройством, расскажет Розалия Борисова. Семья Филипповых встретила Новый год в благоустроенном доме. Хотя свое новоселье они отпраздновали еще в 2014 году, супруги признаются, работы было много и только сейчас все готово. За 2 года дом с печным отоплением Филипповы переделали полностью. Провели газ, холодное и горячее водоснабжение. Вот благоустройство провели и газ, вот. И вот систему заменили отопление. Душевая, ванна, и туалет, и септик там. Все проживания вот в сельской местности уже у нас есть, уже все благоустроенное, да, как в городе. Обладатели частных домов сегодня в Чурапче имеют право выбора проводить газ или централизованное отопление. Благоустройство охватило почти все многоквартирные дома. За 3 года в квартирах больше 600 семей появились ванные комнаты. Нам в 2015 году пришел газ. И готовы подключиться еще 100 жителей села Чурапча. И в дальнейшем будут потихоньку подключаться к этому газу. И сегодня в селе Чурапча подключена одна котельная, которая стоит в спортивном микрорайоне. И должны в 2016 году по плану подключиться еще 9 котельных. Благоустраивать территорию на Слего помогают ТОСы. Их в Чурапче 7. Территориальное общественное самоуправление «Чаран», выиграв больше $1 000 000 в наследном конкурсе среди ТОС и построил спортивную площадку. Я думаю, от населения очень большая польза есть, да, со стороны населения. Большой энтузиаст есть люди, которые выходят на субботники, сами переносят саженцы, цветы. Сейчас подтягивается молодежь. Сейчас благоустройством обеспечены почти 80% жителей многоквартирных домов. К 2017 году в каждой квартире должна появиться холодная и горячая вода. Розалия Борисова, Екатерина Амосова, Дмитрий Сергачев, НВК Саха, Чурапча.